Доброго времени суток, дорогие друзья! Мы приветствуем вас на телеканале Якутия-24 и НВК «Саха». В прямом эфире вы смотрите новый проект «Подворье». И сегодня я вновь нахожусь на потрясающем месте. Это крестьянско-фермерское хозяйство. И рядом со мной находится Юлия, это глава этого хозяйства. И вчера мы были в гостях у Юлии и познакомились с курочками, перепелками, посмотрели, как они размножаются и провели такой славный эфир. Сегодня же мы будем говорить вот про такого замечательного козлика. Ну, не побоимся сказать, что это козлик, да, Юля? Сколько лет ему? Здравствуйте. Это козлик, он привезенный, ему 2 года. Привезли мы его с Подмосковья. Вообще, родина у них Индия, Пакистан. Это гибрид с 2 замечательных пород гулаби и австралийцев-нубийцев. Есть англо-нубийцы, есть австрало-нубийцы. Необходимо отметить, что на территории Якутии они у нас единственные. Да, единственные. И могу сказать, что в России их очень мало. Глубоко занимается только одно единственное хозяйство в Подмосковье. И мы попали в небольшую группу эксперимента по адаптации их у нас на севере. Да. Так, вот посмотрите, то есть мы должны рассказать о том, что это еще маленький мальчик, да? То есть он еще ребенок. Ну, не совсем ребенок, ему уже 2 года, но козлы растут до 4 лет. То есть сегодня он весит сколько? Где-то 60, может быть, уже 70 килограмм. Вообще полный вес к взрослому возрасту достигает до 150 килограмм у мальчиков и 70-80 килограмм у девочек. Вот так вот. Это как бы обещанные требования, как размеры гулаби, а здесь уже скрещенный гибрид, поэтому мы еще пока ждем окончательные результаты. А как зовут-то его? Его зовут Байрон. Это мальчик, он у нас камолый, но это не значит, что детки у нас будут рождаться камолые. Размеры, конечно, у него по сравнению с обычными козами внушительные. Да. Особенно если он встанет в полный рост. Вот посмотрим, давайте, какой он может быть высоты. Он любит иван-чай у нас, посмотрите, его угощает, это его лакомство. Да. И вот, сейчас посмотрим, встанет он. Давай. Опа-на! Вот это козлик! Вот так вот получается. Вот так вот. Юля называет его сыночкой, говорит, что это... Я немножко теряюсь в его размерах. То есть вот он, сыночка, козлик. Это он еще растет. Насчет адаптации, конечно, сразу скажу, что у нас в Якутии им немножко сложно, потому что у нас очень короткий период солнышка. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что у нас начинается нехватка витаминов, у нас начинает вылазить шерсть. Мы уже сдали все анализы на грибки, на глистов, на всякие инфекции. Ничего у нас не показывает, то есть нам поставили, что у нас просто нехватка солнышка. Сейчас мы начинаем пополнять наше здоровье нашим коротким солнышком и надеюсь, что у нас все это восстановится. А вот такая вот данность у них, вот эти замечательные ушки, они за собой несут какие-то, допустим, определенный уход? Или это просто вот такая его особенность, как это вообще особенность. красота? Где-то я слышала такое, что им помогают эти ушки в жару охлаждаться, хотя заводчица мне сказала, что нет, это все быль, что просто это вот у нас такая особенность. Красивые наши длинные ушки. Есть еще такие же породы похожие. Есть камори, у них еще длиннее ушки. Но камори они поменьше. Есть шами. То есть таких пород очень много. Мы вот остановились именно на породе гулаби. Почему я выбирала гулаби? Я искала сырную породу. Меня очень интересовала жирность молока. У нас здесь и высокая жирность молока. Нам обещали большую продуктивность молока, но пока мы еще это все только в экспериментах. Ждем, как это все будет у нас здесь. Но мы хотели бы отметить, да, что, Юля, вы взяли их-то, за ними контроль идет, потому что вы участвуете именно в эксперименте. Эксперимент заключается в следующем. Смогут ли такая порода козлов жить в северных районах, в частности в Якутии, и как влияет климат, как влияет питание на то самое драгоценное молоко и на будущее поколение, да, их. И пока радует же. Ну да, пока радует. Вот единственное, что нам надо, говорю, вот как-то с витаминами все это распланировать правильно, чтобы у них правильное было
питание, чтобы правильное было солнышко, содержание. Так, хорошо. А мы, допустим, потомство-то у нас уже от него было, да? Да, у нас была привезена пара разных кровей. От них мы уже получили 2 малышей. Они также у нас в хозяйстве. Мы вам сейчас их покажем. Сейчас у нас хозяин заведет козлика, и мы... Хорошо. Так, а мы Посмотрим еще, девочек. Юля, же знаем, что вы скрещивали этого красавчика с местными козочками. Да, И да, эти да. козочки уже уехали В маю. в маю. Не козочки, у нас уехал козлик в маю. И от него уже получили потомство. По-моему, уже 3 или 4 козленка, там козочки, по-моему, даже, уже у нас живут в мае. Вот как раз помесь вообще оказалась адаптирована ко всему. У них уже иммунитет. Ой, мамочки! Иммунитет. Это наши девочки-красавицы. да. Стоять, девочки-красавицы. Это Так, девочки. ну рассказываем быстренько по ним. Темненький, темненькая. Темненькая, вот у меня кушает. Мамочки, Не бойтесь, они у нее рога очень большие. дружелюбные, она к вам не подойдет. Они сейчас уйдут кушать веники. Да, так, рассказывайте. Вот здесь понятно. Вот это наша мамочка. Мамочка. Вот это вот это получается вот, который... дочка уже от наших гибридов. И дочка догнала по размерам мамочку Ну уже, да, ей уже ближе к году. Мгм. Вот это уже черненькая девочка. Это уже девочка, скрещенная у нас с нашими простыми породами. Она взяла окрас вот как раз нубийцев, а Да. телосложение немножко вот похожее на гулаби. Так, а теперь давайте поговорим про продуктивность все-таки по девочкам. А вот мы, если берем вашу практику, сколько литров молока дает, вот, допустим, та самая козочка беленькая, которая вот у нас участвует в эксперименте, да? Ну, девочка у нас вообще обещала, ну, нам обещали, что мы дойдем до 6 литров молока. Но это, в принципе, не за первый год. То есть коза должна раздаиваться. Коза, когда взрослеет, у нее увеличивается количество молока. Первый год она нам показала отлично. Она после первых родов нам дала сразу 4 литра молока. Мгм. Но счастье наше недолго длилось. То есть мы отдаились где-то месяцев 5 по 4 литрам. Потом она сбросила все равно на 2 литра молока. Мгм. Но даже, в принципе, до 2 литра считается это нормальное количество молока. В этом году она у нас дала 2,5 литра. То Так. есть у нас чуть-чуть были неудачные у нее роды, и она, наверное, у нас все-таки получила стресс. Да, и поэтому молочка Ну у нас вот он, получилось маленький. не так много. Это вот. Это папа у нас получается гибрид, а мама простая коза. Вот это тоже от простой козы. Вот эти 2 козленка, это от простой козы, обе девочки. Мальчика мы вам потом покажем, у него вообще необычный вид. Сейчас я покажу вам, как мы доимся. Давайте посмотрим. Пойдем. Вот так вот прям ее за ухо, да? Она сама у нас заходит на... У нас здесь есть прямо подойничек. Мгм. Давайте посмотрим. Подойничек. Она сама у нас идет на свое место. То есть их не надо уговаривать, их не надо заставлять. Они достаточно умные Она животные, сама да, говорите? запрыгивает. Да, у нас здесь вот предусмотрена застежка, чтобы коза не дергалась, не мешала. То есть и все, и вот у меня здесь все удобненько. То есть я достаю стульчик. А это разработка. Это все делал мой муж. То есть он сам вот это все строил. Мы сами рассчитывали, потому что козы у нас нестандартные по высоте, по ширине. Ну, это очень удобно. Здесь же она моется, здесь же она доится. Немножко могу показать, как это, Давайте если просто, вам да, интересно. конечно, конечно, мы с удовольствием посмотрим. Кошечка. Вот так вот она стоит, значит, угощается Да. лакомством. Она стоит, пока кушает. Мы обмываем ей вымя. И вы вот так вот это делаете каждый день. Да-да-да. Сдаиваем первые струйки молока, чтобы они не попадали. И... Потому что все равно вытираем насухо вымя. Руки. И берем кастрюльку. На кастрюльку мы всегда одеваем марлечку. Во-первых, почему? Чтобы не сыпались волосы, чтобы не попала никакая грязь. Вроде бы как и моем, Да. но все равно это лишнее. Ну и все, и вот легкими движениями рук. Это И- я доим козочку. И сколько Можно по доить времени у вот вас? Это недолго. То есть доит каждый по-разному. Доится легко. Вымя у козы удобное для руки. То есть у простой козы чуть-чуть другое вымя. У нее немножко сложнее. И все, наше молочко собирается в кастрюльку.
Вот такой процесс, да? Ну, конечно, с таким ноу-хау вам это в Да, разы, это легко и просто. Коза стоит спокойно, то есть у нас коза не брыкается, она знает свое место, они знают свою очередь. Вот такие у нас. Пока она стоит, кушает, она знает, что ей дадут лакомство, пока она доится. Кто-то доит двумя руками, кто-то одной. Ну, то есть можно по-разному. Мне удобнее одной рукой доить, потому что я второй стою, охраняю кастрюльку, чтобы, не дай бог, она лапкой не залезла в кастрюльку. То есть я в любой момент могу отодвинуть кастрюльку при движении. Ну, то И есть, тоже, вроде бы стульчик есть, да. но я как бы люблю стоя доить, потому что она высокая, я маленькая. Ну, а вообще вы говорите, что вот именно эта порода коз, они отличаются такой развитой интеллектуальной деятельностью, да? То есть они Нет, они все козы умные. очень умные, Все да? козы умные. все У нас понимают, козы команды, все, да? даже открывают Замки? все замочки. У нас, видите, какие замочки на дверях? С кнопочками, с задвижками, для того, чтобы козы не догадались, как открыть. Иногда приходится два, и все равно даже эти замочки они умудряются открыть. Ну, вот так вот, да? И то есть мы напомним, сколько литров в день дается? Сейчас она дает около 2,5 литров в день. И у вас есть уже... Крышечку дай. Ну, а про молоко, про ценность молока расскажем? Ну, во-первых, молоко, оно считается бактерицидным. Во-вторых, оно жирное. Оно заменяет грудное молочко деткам. Потому что у мамочек тоже жирное молочко. Допустим, коровье, оно менее жирное, менее усваиваемое. Здесь вот как бы и казеина повыше. Очень хорошо козье молоко берут люди, кто после химиотерапии, потому что им назначают, оно приносит, ну, именно желательно пить парное молоко. Но деткам я все равно рекомендую молочко кипятить, потому что, ну, все равно это все не стерильно, как бы и стараешься эту стерильность создать, и все равно не сказать, что это стерильное помещение. Отпустим, да, ее? Да, девочку мы отпустим. Все, она знает, куда ей идти, да? Пойдемте, выйдем на улицу. Вот так вы ее прям? Да, у нас ушки. Вот, кстати, этим козам нам не разрешили одевать ошейники. Если простые козы носят ошейники, то этим козочкам у них с чем? чуть-чуть по-другому построена шейка, у них здесь зобик. И чтобы она себя не передавила, не передушила, мы их не выводим. И у нас главный поводок – это ушки. У нас вот они, красивые большие ушки. Да. Взял. Рожки мы хотим обезрожить их. То есть мы ждем, когда закончится лето, потому что обезроживание идет с ранками, а ранки, мухи, комары, все-таки этот период нужно пережить. А вообще они агрессивны вообще? Так вот могут там легнуть там или как-то немножечко... Нет, они могут только играться. Вот когда коза играется, она может немножко не рассчитать. Но между собой они могут главенствовать, они могут драться. Поэтому мы стараемся всех обезрожить. Потому что одно неправильное движение и... То есть может произойти то Может самое, произойти, забодает, да. забодает, забодает, да? Да. Ну а корм, с чем мы их кормим? И конкретно вот про тех, кто у нас приезжие, так сказать, породы. Они как привередливы? Ну, немножко, конечно, мы кормим их по-другому. Если у нас здесь в Якутии в основном люди кормят... Кто-то кормит, как сказать, мешанной едой со стола, Да. кто-то кормит, заваривает кашки. Вообще это неправильное питание у коз. У коз должно быть в рационе главное сено. Сено, веточный корм, зелень. Зерно должно даваться совсем по минимуму. Но, опять же, зерносмесь должна быть полнорационная. То есть не так, что вот просто вы дали одно зерно. Комбикормом мы не кормим, потому что у козочек очень сложный желудочек. У них там идет рубец, книжечка, у них сложное пищеварение. Сначала пища попадает в одно место, потом переходит в другое, потом коза срыгивает, и только потом она съедает эту пищу. То есть она может целый день собирать еду себе в книжечку, в рубец, а потом уже во второй половине дня питаться со своего Ну вот, спрятанного мешочка. знаете, я слышала такие истории про то, что огромное значение от содержания этих прекрасных животных зависит именно запах, даже привкус молока, да? Ну Вот, да. может, тут свой лайфхак расскажете, совет, что сделать для того, чтобы молоко не пахло?
Ну, я немножко расскажу тоже предысторию. Первый раз молоко я попробовала, мне вкус не понравился. Я сказала, никогда в жизни я пробовать козье молоко не буду, пить козье молоко не буду. У козьего молока был вкус, напоминающий что-то грудное молоко, и имело свой специфический запах. Но потом пришел такой момент, когда мне мужу назначили лечение именно козьим молоком. И купив козье молоко, принеся домой, я решила его попробовать. Когда я его попробовала, я решила, что меня просто обманули, что мне дали коровье молоко вместо козьего. Я поехала в хозяйство, попросила при мне подоить козу и дать мне молоко. И оказалось, что молоко у козы по вкусу напоминало коровье. Тогда вот мы задались первой целью купить первую козу. Вот мы искали козу, мне объяснили сразу, что у каждой козы разный вкус молока. И в первую очередь нужно пробовать молоко перед тем, как вы купили уже дойную козу. Когда козленка купите, конечно, вы не поймете, что будет. Но опять же можно попробовать вкус молока у родителей. Поэтому мы теперь каждую козу перед тем, как купить, проверяли вкус молока. Когда я искала породу сырную, нам сразу сказали, что здесь вкус сливочный. Вы вчера пробовали же молочко? Молочко у нас напоминает пломбир, только не сладкий пломбир, у него такое послевкусие пломбира. Оно у нас густое, оно у нас очень жирное. На жирность, честно скажу, я здесь еще не проверяла, поэтому я не могу сказать, какая жирность молока, но знаю, что она намного выше простой козы. Так, ну хорошо, а если мы все-таки даем советы, да, приобретая козочку, свое хозяйство, нужно быть готовым к чему? Ну, к тому, что вы должны ее любить, как любое животное. Да. Они требуют большого внимания, они практически как члены семьи, они все понимают, они очень умные, они... Ну, даже уже я не знаю, что сказать. Ну, в общем, что вы вложите в козу, то отдаст она и вам. Если вы будете ее правильно, полноценно кормить, то и получите правильное, полноценное молочко. Ну и еще вот такой совет. Мы искали породу, где не пахнут козлы. Потому что если коза стоит вместе в помещении с козлом, то часто молоко принимает вкус козла, запах козла. И мы брали козлов, которые не пахнут. Вот именно тоже вот искала я породу долго. Поэтому вот мы остановились. Козы наши очень дорогие. Я не буду озвучивать цену, но... Это дорого. Как один большой хороший автомобиль. Да вы что? Вот Да. так вот, да? То есть захотите приобрести такого козлика, нужно еще как минимум подкопить, да, перед тем, как пойти на этот шаг. Ну, а вообще, конечно, мы участвуем в таком подобном эксперименте, да, и в надежде, что скоро эта порода будет у нас распространена по всей республике, потому что на вашем примере же можно сказать, что они живут здесь. Мы будем надеяться, но пока я не планирую так, что большую продажу, пока мы собираем поголовье себе, потом сейчас на будущий год или даже в этом году нам придется привозить еще одного козлика для обновления кровей, чтобы наши детки уже покрывались новым, потому что здесь все настолько сложно. Мне не хочется портить породу, мешать простыми козами, поэтому нужно будет вести что-то новое. А это опять расходы, это опять... А вообще воля им нужна или, в принципе, такого небольшого вольера, или они свободолюбивые животные? Ну вот насчет воли тоже могу поспорить. Или должна быть закрытая территория, то есть я не понимаю коров, коз, которые гуляют по общим дворам, ходят по помойкам, жуют все что угодно. Я очень внимательно слежу, что ест моя коза. И не дай бог она что-то где-то, какую-то бумажку подберет, пакетик подберет. От этого могут быть проблемы. У коз может встать желудок, что буквально за несколько секунд коза может погибнуть. Да вы что? У них настолько вот сложное пищеварение. Поэтому... Глаз да глаз должен быть. Да. А так вообще достаточно такой территории, если у вас есть возможность самим косить траву, привозить веточки. То есть вот, в принципе-то здесь не Нет, какие-то огромные. у нас да, они здесь, вот этот вольер, он только строится сейчас. Вот вы видите, что он еще в недостроенном состоянии. Мы только пока закрыли территорию, чтобы они уже первое солнышко получили. Здесь будет у нас сенник еще стоять, здесь будут скамейки стоять, на которых они будут спать. А так мы выходим гулять по Еще один территории красавец. и щипаем травку. Вот это уже мальчик, рожденный у нас здесь от нашей гибридной пары. У него, посмотрите, какие красивые рожки, ушки. Да, мальчик у нас большой, упитанный, но он еще совсем маленький. Совсем маленький, это сколько? Ну, ему к году, но он еще подросток, можно сказать.
Это вот тот самый, да, Да, папа у нас привезенный, мама привезенная. то есть это чистокровный, да? Вот посмотрите, у него как закручиваются рожки, у них очень опасные рожки. У них они спиралевидные, и если его, ну, как оставлять эти рожки, то можно попасть туда рукой или еще что-нибудь, и просто на вылом. Они не обидно могут нечаянно, играючи, зацепить рожками. Мгм. А так, в принципе, они, ну, для красоты, да? Рожки? Красивенькие, да, ну, пока не. Нет, мы просто не успели. Вот как маленьким козлятам делают удаление рожек. Есть такой инструмент, он выжигает рожки козлятам. Но мы пока начинающие, мне пока все это страшно. Мы уже купили термокаутер, мы уже как бы себя настраиваем, что мы будем выжигать им рожки, что это лучше сделать маленькому козленку, чем вот сейчас нам удалять рожки большому. Большому сейчас, чтобы удалить, это нужно подпилить корни рожка, получается, одеть 2 резиночки, и на протяжении 2 месяцев он будет ощущать боль. То есть это будут передавлены сосуды, и чтобы этот рожок отвалился, животное все равно будет мучиться. А вот у малышей это несколько минут боли, и все, и рожек больше нету. То есть тоже тут целая, да, такая Да-да-да. стратегия должна быть продумана. Ну что, время нашего эфира подходит к концу, Юлия. Спасибо вновь, что посвятили нас в свое вот это фермерское хозяйство, да. Мальчика-то как зовут нашего? Мальчика нашего зовут Йося. Йося. У него характер как у Йоси. Как у Йоси? Да, как на корабль назовешь, так он и поплывет. Он у нас характерный мальчик, то есть он не уступает никому ни в чем. Ну что, дорогие друзья, если вы желаете приобрести, стать хозяином вот такого Йоси, к примеру, да, пожалуйста, свяжитесь с нами, вы видите адреса и контакты сейчас на экране. Также обязательно в наших соцсетях есть адреса Юлии Гвиняшвили, которая занимается разведением таких козочек. Молоко полезное, все есть у нее. Обязательно подпишитесь на нашу инстаграм-страницу, получите контакты, и я думаю, вкусное, полезное козье молоко должен попробовать каждый из вас. Обязательно. Мы уже это сделали вчера. Безумно вкусно, а главное полезно. Что, спасибо большое, Юлия. Пожалуйста. Не прощаемся. Я думаю, наша дружба с крестьянско-фермерским хозяйством Гвиняшвили, она продолжится, потому что проект «Подворье» работает не месяц, не 2, не 3. И как только самые свежие новости появятся у Юлии, мы обязательно их осветим в наших эфирах. Ну а мы не прощаемся. Увидимся завтра в 11:30 на телеканале НВК Саха и Якутия 24. До новых встреч. До свидания. Bum 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 bum